Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Премьер-министр Александр Анкваб провел заседание республиканского штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют. Ни о какой приватизации государственной дачи в Новом Афоне речи не идет. В Сухуми прошел совместный семинар Генеральных прокуратур Абхазии и России по вопросам прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере госзакупок. Президент Аслан Бжаня находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах. В поездке президента сопровождает председатель службы государственной безопасности Тимур Ахиба. Акция жителей Нового Афона завершилась после переговоров с представителями руководства страны. Об этом сообщил начальник управления государственными дачами Беслан Квициния. Ни о какой аренде, а тем более приватизации государственной дачи в Новом Афоне речи не было и нет, отметил Квициния. Как известно, 21 ноября около 21 часа группа примерно из 50 человек, жителей Нового Афона, в связи со слухами о якобы готовящейся продаже или передаче государственной дачи Афон неизвестному инвестору, ворвались на территорию государственной дачи, где, разобрав 15 секций забора со стороны трассы, оцепило здание нижней дачи, сломали входную дверь, разбили витринное стекло, о чем было доложено мне, находящемуся на лечении за пределами страны с 20 ноября. На место прибыли вице-президент Бадра Гумба, руководители силовых ведомств. В поддержку прибывших на территорию госдачи жителей Нового Афона приехали экс-депутат Натали Смыр, оппозиционные, общественные и политические деятели, депутаты. Как мне известно, в разговоре был поднят вопрос о создании комиссии в городе Новый Афон и обратиться к президенту и парламенту страны о расширении границ города Новый Афон за счет территории государственной дачи. И что у афонцев в этом есть четкое единодушие, что все предложения будут в обращении изложены. Хочу также заявить, что ни о передаче в аренду или же тем более о продаже ни в управлении государственными дачами, ни в администрацию президента никто никогда не обращался. Это все придуманная история. До нас и ранее доходили слухи о том, разговоры от отдельных жителей Афона, что они хотят его присоединить к городу, есть такое мнение, расширить границы и так далее, и так далее. В результате действий отдельных лиц государственной дачи Афон нанесен ущерб. В данное время выдано соответствующее распоряжение, ведутся работы по расчистке бетонного забора. В ближайшее время все будет восстановлено в полном объеме. Вот, пользуясь случаем, также я хотел бы обратить внимание общественности, что касается государственной дачи Мюссера, по ней также ходят различные слухи, продали, подарили белорусам и так далее, и так далее, и так далее. Все это не соответствует действительности. Дача функционирует в штатном режиме. С 2020 года ни один объект, ни полностью, ни частично в аренду не было отдано. Пользуясь случаем, довести до нашей общественности, что в разные годы объекты государственных дач были переданы в аренду, которые исправно платят арендную плату в бюджет, также проданы. Вот могу их даже перечислить. Вот фирма «Лабрадорит» в лице директора Гобечи, согласно договору от 2020 года, сроком на 30 лет на государственной даче Рыца. Это вот земельный участок, ну, с постройками разрушенными. Далее на Рице также земельный участок на берегу пристани, причал на государственной даче Рица, Чамагуа, передано в 2003 году сроком на 20 лет. Часть имущественного комплекса государственной дачи Мюссера, это вот санаторий Лакоба в Мюссере, передан в 2005 году сроком на 25 лет в аренду гражданину Бения.
ООО «Мюсера». Далее, часть имущественного комплекса государственной дачи «Афон», согласно договору 2005 года, передан ООО «Афон Тур-2009» сроком на 15 лет с дальнейшей пролонгацией. Государственная дача «Гагра», расположенная в городе Гагра, передана в 1999 году фирме ООО «Гегаев» в лице директора Ардзимба сроком на 15 лет. Далее, дом отдыха «Петиус» в Пицунде, выведен из структуры управления госдачами в 2011 году и передан Государственному комитету по имуществу для дальнейшей передачи в аренду частному лицу «Хагуш». В 2004 году государственная дача «Холодная речка» была выведена из структуры управления государственными дачами и продана частному лицу. Лица, нарушившие законодательство во время акции в Новом Афоне, будут привлечены к ответственности в рамках закона. Уполномоченными государственными органами уже проводятся соответствующие проверки. Об этом говорится в заявлении администрации президента Абхазии. В соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия никогда и ни при каких условиях не допускается приватизация или отчуждение резиденции президента и государственных президентских дач. Соответственно, ни о какой продаже государственной дачи, входящей в структуру управления государственными дачами Республики Абхазия, не может быть и речи, подчеркивается в документе. Любые действия, выходящие за рамки правового поля, будут решительно пресекаться, заявил министр внутренних дел Роберт Киут в связи с событиями, имевшими место вечером 21 ноября в Новом Афоне. Граждане Абхазии обладают конституционным правом инициировать общественно значимые вопросы и их решения. Но ни при каких обстоятельствах это не должно носить подобный характер. Тем более, когда совершенно очевидно, что под видом озабоченности общественным благом преследуются совершенно другие интересы ограниченного круга лиц. Именно они выступают движущей силой новоафонского инцидента. И не только это является ее основой, отмечается в заявлении. Премьер-министр Александр Анква провел заседание Республиканского штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган отметила снижение потребления электроэнергии в этом году на 330 миллионов киловатт-час, что обусловлено борьбой с майнингом. При этом она подчеркнула, что нет оснований считать поставленные цели достигнутыми. Так, на покрытие дефицита электроэнергии государство уже направило 335 миллионов рублей. Всего же на оплату перетока из Российской Федерации в декабре текущего года необходимо изыскать более 600 миллионов рублей. Правоохранительными органами с 2020 года изъято и помещено на временный склад хранения 6415 аппаратов, в том числе с февраля этого года выявлен 3431 аппарат. Законопроект о противодействии незаконному потреблению электроэнергии, предусматривающий конфискацию оборудования, внесен в парламент Абхазии. Министр внутренних дел Роберт Киут предупредил об ужесточении мер в отношении не только лиц, занимающихся незаконным майнингом, но и должностных лиц, виновных в создавшейся ситуации. Подводя итоги заседания штаба, Александр Анкваб указал на необходимость в короткие сроки решить проблему с несанкционированным подключением к сетям трансформаторных установок. Государственному таможенному комитету поручено сосредоточиться на недопущении ввоза в республику аппаратов для майнинга криптовалют. Промежуточные результаты предпринимаемых коллективных мер будут рассмотрены через 2 недели. Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с ситуацией в энергообеспечении республики и как мы ведем работу по недопущению использования майнинговых ферм. Что сделано, какие проблемы, что мешает в работе. И мы попросим Кристину Константиновну проинформировать членов штаба о объемах потребления в сравнении и какие у нас перспективы и проблемы. К примеру, за неполных 11 месяцев текущего года уровень снижения объема энергопотребления республики составил в среднем 337 миллионов киловатт-часов, из которых 132 миллиона киловатт-часов снижения было достигнуто за счет вводимых в январе и марте текущего года ограничений. Суммарно, как я сказала, 132 миллиона. Остальные – это естественная экономия, которая была достигнута в результате принятия определенных мер. Но следует отметить, что это
это не тот показатель, к которому мы стремимся. У нас уровень потребления, безусловно, высокий по отношению к периоду 18-19 годов. И в данном случае, конечно, определенный удельный вес в потреблении. На данный момент все еще присутствует незаконное потребление электроэнергии, связанное с майнингом криптовалют. 235 майнинг-аппаратов изъяли сотрудники милиции в ходе проверок. Выявлено 3 майнинг-фермы разного масштаба, а также мастерская по ремонту аппаратов для добычи криптовалюты. Все объекты закрыты, оборудование изъято, владельцы привлечены к административной ответственности. Подробности в материале пресс-службы МВД. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве 4-го километра Бзыбского ущелья сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору выявлена действующая майнинг-ферма. На момент проведения оперативных мероприятий на объекте функционировало 170 аппаратов по добыче криптовалюты общей мощностью 400 киловатт. Оборудование изъято в отношении владельцев криптофермы граждан Чолари Руслана Хутовича, жителя Сухумского района, и Гобеча Георгия Таташаевича, проживающего в городе Сухум, составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьей 96 прим. 1 Административного кодекса Республики Абхазия. В селе Лыхны Гудаутского района сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии на приусадебном участке частного домовладения обнаружено 43 аппарата по добыче криптовалюты общей мощностью 86 киловатт. Оборудование также изъято и помещено на склад временного хранения. Владелец объекта Губля Тристан Бесланович, житель того же села, привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьей 96 прим. 1 Административного кодекса Республики Абхазия. В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в городе Сухум участковыми уполномоченными милиции общественной безопасности столичного управления внутренних дел совместно с сотрудниками СОЭС администрации города Сухум пресечена деятельность мастерской по ремонту майнинг-оборудования. Из павильона номер 49 торгового ряда Гранд Базар по улице Арденба изъято 14 аппаратов по добыче криптовалюты и 69 комплектующих блоков. Объект закрыт. Также в городе Сухум в домовладении по улице Дбар сотрудниками столичной милиции выявлено 8 майнинг-аппаратов, принадлежащие Чачебая Евгении Васильевне. Проверки проведены в рамках деятельности оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в городе Сухум. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба и председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергели встретились с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константином Косачевым, председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимиром Булавиным и его первым заместителем Владимиром Чижовым. Во встрече приняла участие советник-посланник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авецба. Стороны обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества, направления двусторонней повестки, парламентского взаимодействия и гармонизации законодательства, в частности, в таможенной сфере. В очередной раз встречаемся. В этих стенах мы начинали совместную работу чуть более года назад, в октябре прошлого года. Вы были в России с визитом. Тогда мы условились активизировать нашу работу совместную, межпарламентское сотрудничество. И, собственно говоря, год, который прошел с тех пор, ознаменовался многими важными событиями для Республики Абхазии, но и, разумеется, для нас здесь, в Российской Федерации. Этот год был связан с очень важными датами в истории республики в хронологическом порядке. Сначала 15-летие признания, затем 30-летие победы в Отечественной войне, и делегации Совета Федерации вместе с коллегами из Государственной Думы были в обоих случаях вместе с народом Абхазии, с нашими друзьями. Мы вспоминали тот путь, который прошла республика, очень достойный, героический путь, и еще раз убеждались в правильности вашего выбора, ну и, разумеется, в правильности выбора
России, которая и тогда, и сейчас самым решительным и нетерпящим двусмысленности образом стоит вместе, рядом с Абхазией во всех ваших планах и начинаниях. Разумеется, кульминацией событий текущего года была встреча президентов наших двух стран в Сочи в октябре. Не отставали контакты по парламентской линии, я имею в виду заседание нашей двухсторонней комиссии, которая прошла в конце сентября. Я знаком с содержанием тех обсуждений, которые состоялись, знаю, что там было много конкретных вопросов и с той, и с другой стороны. Наверное, мы сегодня будем возможность еще раз сверить часы, обменяться мнениями в отношении того, где мы сейчас находимся и что можно сделать дополнительно для того, чтобы мы могли быть полностью удовлетворены тем, как парламентское измерение наших двухсторонних отношений работает в интересах двух стран и народов. Уважаемый Константин Иосифович, уважаемые коллеги, рады присутствовать сегодня и рады приветствовать вас в рамках нашей встречи. Хотим выразить благодарность за то, что отметили даты, которые прошли не так давно, это, соответственно, 15-летие со дня признания и День Победы. Отдельная благодарность вам за всемирную поддержку. Конечно, много вопросов стоит на двусторонней повестке дня. Мы, собственно, по этому поводу и встречаемся сегодня во исполнении того, что обсуждалось на встрече наших лидеров, руководителей двух стран, во исполнении тех процессов, которые происходят в рамках нашего парламентского измерения. В частности, это процесс, связанный с вопросом гармонизации в парламенте. Вот мы как раз только обсуждали, принимаем соответствующие законы. Один из последних законов – это таможенный кодекс. Мы думаем, что это будет способствовать упрощению на границе и решить многие другие вопросы, связанные с товарооборотом. Благодарим вас за возможность сегодняшней встречи. В Сухуми прошел совместный семинар Генеральных прокуратур Абхазии и России по вопросам прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере государственных закупок. Представители ведомств двух стран обменялись опытом работы и поделились своими наработками. Все подробности у Рады Чачава. Российско-абхазский семинар был посвящен очень важной теме – прокурорскому надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере государственных закупок. Мероприятие было предусмотрено программой сотрудничества между Генеральными прокуратурами Абхазии и России на 2023-2024 годы. В рамках семинарного занятия спикеры с обеих сторон зачитали доклады и поделились опытом работы. Сегодняшнее семинарское занятие является достаточно практически применимым. В рамках сегодняшнего семинарского занятия мы также обсуждаем вопросы или особенности привлечения к различного рода ответственности, как административной, гражданской или уголовной, лиц, виновных в совершении тех или иных правонарушений. В делегации Генеральной прокуратуры Российской Федерации присутствует ряд прокуроров различных отделов в сфере исполнения или соблюдения законодательства в бюджетной сфере Российской Федерации. В составе нашей страны принимает участие Управление права и по надзору за соблюдением законодательства противодействия коррупции и Управление по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия. Проводимая прокуратурами Абхазии и России работа, по словам Константина Кобахия, не только практически применима в ежедневном функционировании всей системы прокуратуры Абхазии, но и позволяет сторонам обменяться важнейшим опытом, как в использовании самых новейших и технологических инструментов прокурорского надзора, так и примерами борьбы с коррупционными схемами. Доклады у нас смежные, различные, они охватывают широкий круг надзорной деятельности. И в рамках сегодняшнего занятия, опять-таки, хочу сказать, что приобретаются те навыки, которые могут в дальнейшем найти свое отражение в практической деятельности сотрудников органов прокуратуры Республики Абхазия. Также хотелось бы поблагодарить наших коллег Российской Федерации, которые нашли время и приехали в Республику Абхазия. Как рассказал Константин Кобахия, подобные семинарские российско-абхазские занятия
проводятся регулярно. С 2020 года у нас заключено новое соглашение между генеральными прокуратурами, в рамках которого данные семинарские занятия проводятся с завидной регулярностью, достаточно часто, 1 или 2 раза в год. Однозначно они проводятся, как приезжают представители в Республику Абхазию, так и наши сотрудники направляются в командировку с целью участия в подобного рода семинарских занятиях. Совместный семинар Генеральных прокуратур России и Абхазии по вопросам прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере государственных закупок запланирован на 1 день. Далее совместная работа продолжится в другом формате. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Союз политических партий и общественных организаций Абхазии обсудил предложение экс-депутата Алхаса Джинджала о создании общественной комиссии, которая будет способствовать укреплению порядка в сфере имущественных отношений государства и бизнеса. Учитывая актуальность темы, руководителями политических партий и общественных организаций, входящих в Союз, было принято решение о поддержке данной инициативы. Союз неоднократно призывал все стороны политического процесса к диалогу и сейчас, как и всегда, готовы к коммуникации между представителями различных политических сил в стране, обсуждать конструктивные предложения с конкретной выработкой решений на различных площадках, говорится в заявлении Союза политических партий и общественных организаций Абхазии. Жители Гудаутского района, в частности, жители сел Аци и Приморская, с коллективным письмом обратились к министру внутренних дел Роберту Киут с просьбой сделать Ацинский поворот более безопасным. Граждане обеспокоены большим количеством ДТП на этом участке, чаще всего происходящих из-за несоблюдения скоростного режима. На основании обращений МВД направило письмо Абхазавтодору, ведь изменения на трассе республиканского значения должны производиться согласованно. Какова вероятность установки искусственной неровности на опасном участке дороги, выясняла Сида Малия. Сейчас мы находимся на 72-74 километре участка республиканской трассы, именуемый в народе как Ацинский поворот. Он один из опасных участков республиканской трассы, поскольку, согласно статистике, за последний год здесь произошло 10 ДТП, в результате которых скончалось 5 человек. Главная причина ДТП – это низкий уровень культуры вождения, но стоит ли мириться с подобной ситуацией? С подобным положением дел, наверное, никто не способен свыкнуться, и потому граждане инициируют решительные шаги. Ацинский поворот и в самом деле славится своим незаметным затяжным поворотом, а на подступах ровной дорогой с качественным покрытием, как правило, водители, превышающие скорость в разы, не справляются с управлением на этом участке. Плюс ко всему участок оживленный. В течение суток здесь десятки машин, выезжающих со второстепенной дороги. Валерий Малия, глава Гудаутского районного собрания, рассказывает, что односельчане, которые не единожды становились очевидцами аварии на этом повороте, сильно обеспокоены ситуацией, и на последней встрече в районном собрании с участием глав сел этот вопрос активно обсуждался. А обращения, подписанные жителями Гудауты, Гудаутского района, села Аци и Приморская, были направлены в МВД. Население просит, и уже вплоть до того, что требует. Я, как председатель собрания района, и ко мне люди обращаются, и домой приходят, чтобы здесь приняли меры, которые могут предостеречь с тяжелыми последствиями дорожно-транспортных. Лежачие полицейские и вот посередине это специалисты определят пешеходный переход в обязательном порядке. На обращение граждан отреагировали оперативно. По словам начальника госавтоинспекции Валентина Трапш, подобные обращения поступают и от жителей других районов. И среди них именно Ацинский поворот – самый сложный участок. Именно вот этот участок дороги, плюс километр туда от Ацинского поворота, километр сюда от Ацинского поворота. В большинстве случаев, как туристы наши начинают разворачиваться там, где это не положено, и из-за того, что наши граждане не соблюдают скоростной режим, мы, значит, получаем там различные дорожно-транспортные происшествия, которые ведут как к механическим повреждениям транспортных средств, так и к увечью людей. У меня лежат письма от граждан, от населения, от глав администрации. Буквально вчера приходил исполняющий обязанности поселка Лидзава, товарищ Абгаджава, который тоже просит установить искусственный неровность на участке, где совершенно недавно был положен новый асфальт.
Понятно, почему люди переживают, люди хотят предупредить какие-то дорожно-транспортные происшествия. Все это как бы упирается в финансы. Кто будет оплачивать знаки, кто будет устанавливать, кто будет это все выполнять и делать. Потом существуют ГОСТы, где необходимо нам устанавливать искусственные неровности. Установка знаков и неровных поверхностей находится в компетенции республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор», где в начале ноября дали отрицательный ответ на установку искусственной неровности и оборудование пешеходного перехода на Ацинском повороте. В официальном ответе специалисты «Абхазавтодора» ссылаются на несколько пунктов. Установка лежачего полицейского приведет к снижению средней скорости прохождения участка, в результате чего автовладельцы попытаются компенсировать задержку на данном участке увеличением скорости после их проезда. Вторая причина – скопление воды возле искусственной неровности. По словам специалистов Абхазавтодора, это нанесет ущерб дорожному покрытию. А скопление воды, в свою очередь, также образует опасный участок. И в этой ситуации отклонившийся от курса автомобилист может создать аварийную ситуацию. Главное, на что ссылается Абхазавтодор, это отсутствие нормативно-правовых актов. Стоит отметить, что искусственная неровность на республиканской трассе, к примеру, установлена в районе села Приморское. И сделано это с учетом непосредственной близости местной школы к трассе. В МВД с ответом Абхазавтодора не согласны. Как пояснил глава госавтоинспекции, при правильных расчетах и грамотном подходе к вопросу, скорее всего, ситуация с аварийностью пойдет на убыль, и финансовая нагрузка на бюджет будет незначительна, с учетом того, что МВД располагает необходимым материалом для укладки искусственной неровности. Искусственная неровность – это принудительная мера. Если мы будем знать, что на каком-то участке, допустим, мы сейчас говорим об Ацинском повороте, за последнее время, за последние 1,5-2 месяца там было 2 дорожно-транспортных происшествия очень тяжелых, которые повлекли за собой смерть граждан наших. Мы живем сегодняшним днем, и мы понимаем, что ГОСТы можно, наверное, или обходить, если это необходимо в пользу общества. Если у нас получится, а я думаю, у нас получится, установить на данном участке дороги искусственную неровность, количество ДТП у нас на данном участке будет сокращено. Вместе с тем вопрос Ацинского поворота остается открытым, и, по всему видимому, диалог между структурами в активной фазе. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Свыше 32 граммов наркотического средства обнаружено и изъято у жителя села Мгудзыр Хуагудаутского района. А жителю поселка Гечерепш Гагарского района вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия. Далее оперативная сводка МВД. Свыше 32 грамм наркотического средства обнаружено и изъято у жителя села Мгудзыр Хуагудаутского района Ардзенба Игоря Анатольевича, 1992 года рождения. Последний задержан по месту своего жительства в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В ходе обследования жилища задержанного сотрудниками милиции было обнаружено вещество растительного происхождения, как установлено в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, наркотическое средство каннабис общей массой 32,174 тысячных грамма. Гражданин Ардзенба, поясните, пожалуйста, что это за вещество? Это марихуана. В отношении Игоря Ардзенба возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта. Решением суда Гудаутского района Игорь Ардзенба отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит следственная группа Гудаутского РОВД. Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия вменяется жителю поселка Гечерепш Гагарского района Лакоя Герману Мирабовичу, 1995 года рождения. Последний задержан в результате проведенных оперативных мероприятий с сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району. При обследовании автомашины «Мерседес», которой на момент задержания управлял гражданин Лакоя, в подлокотнике между передними сиденьями был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, переделанный кустарным способом в боевой. Согласно проведенному исследованию, вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов. Лакоя Герман отпущен под подписку о невыезде. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит отдел дознания УВД по Гагарскому району.
Накануне в Гудауте по улице Отерба загорелся многоквартирный дом, сообщает МЧС. К моменту прибытия огнеборцев дом был охвачен сильным пламенем, которое удалось локализовать. В результате пожара дом выгорел частично. Пострадавших нет. А в Сухуме по улице Чанба загорелся частный дом. Возгорание тушили 3 пожарных расчета поисково-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района. В результате пожара сгорела 1 комната. К счастью, и здесь никто не пострадал. Изменился ли предполагаемый объем урожая цитрусовых на этот год и с какими проблемами сталкиваются при реализации цитрусовых абхазские фермеры? Эти вопросы стали темой обсуждения в Общественной палате. Слушания прошли по инициативе Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства. На встречу были приглашены министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце. Алика Трапш расскажет детали. Одними из главных сельскохозяйственных культур в стране являются мандарины. Абхазские мандарины – это известный бренд, который любят и знают многие. Практически все собранные цитрусовые отправляются на экспорт в Россию. По прогнозам Минсельхоза в этом году ожидается до 30 тысяч тонн урожая. На данный момент вывезено порядка 4,5 тысяч тонн. На 1500 тонн больше, чем в прошлом году. Это, как специалисты считают, связано с тем, что увеличиваются посадки цитрусов раннеспелых сортов. То есть первым долгом, и потому как и цена, и уход, и урожайность как-то отличается. То есть крестьяне выбирают лучшие для себя. И с этим связано. И второе связано с тем, что в прошлом году очень поздно поспел урожай из-за климатических условий, и поэтому где-то практически в декабре даже начался массовый спор. Правила перевозки сельхозпродукции частными лицами через государственную границу действуют не первый год. Так, на любой вид фруктов и цитрусовых установлена норма не более 25 килограмм на человека с соответствующими документами на перевозку. И, конечно, когда крестьянин вывозит на личном транспорте груз, превышающий эту норму, российские таможенники возвращают его обратно. Пока массового сбора нету и перевозки, я могу сказать, что где-то 12 рублей обходится вместе с всеми документами, вместе с платежами, которые берут участники внешнеэкономической деятельности. Но, тем не менее, порядок есть. Нам коллеги дают возможность вывозить по определенной территории. Но об этом больше скажут специалисты, кто этим занимается. Но подготовлены мы, и вот если начнется массовый спор, к тому, чтобы продукция была вывезена, вся продукция, которая будет собрана на территории Абхазии. 20% из общего объема земель с цитрусовыми насаждениями Абхазии приходится на государственные индивидуальные предприятия. А остальные 80% – это приусадебные участки, принадлежащие крестьянам. Беслан Джопуа рассказал, что Минсельхоз готовит предложение для Кабмина, запрещающее перевод земель, на которых расположены цитрусовые плантации, в другие категории. У нас сейчас по последним данным, я цифру еще пока мы не подготовили, проходит проверка, но я думаю, что намного меньше, процентов на 30 из того, что мы знаем, наши цитрусы связаны плантации именно мандарины по всей территории Абхазии. Это связано с тем, что, может быть, кому-то интереснее заниматься на этой же территории, поменяв категорию, построить то или иное здание и больше получать прибыли, чем, скажем, от тех же цитрусовых. Ну, возможно, так. Но сегодня, вот если выработаем, если это законно будет, мы сможем препятствовать этому. Но в любом случае мы, наверное, будем предлагать, чтобы такой вот массовый характер, изменение категории в ней носило. На примере в Афоне и в Гаграх мы делали анализ почвы и так далее. В советские времена, когда бесплатно доставлялось и торф, и удобрения, и все без рубля, и это было искусственно созданные плантации. Там ни анализ почвы не позволяет. В этих местах должны строиться какие-то курортные и так далее. Потому что невозможно, когда мы проезжаем Афон, помните, в советские времена все желтое было. Туда надо вкладывать сегодня по себестоимости. Если вкладывать, эти мандарины будут стоить килограмм до 300 рублей. Вот экономисты могут подсчитать,
то на самом деле землю надо рационально использовать. Если там не растут искусственно, все можно. И в этом кабинете можно вырастить. На встрече говорили и о проблеме реализации некондиционной продукции. У крестьян нет возможности переработки цитрусовых, не отвечающих товарному виду, из-за отсутствия, к примеру, консервных заводов. Беслан Джоба проинформировал, что в селе Адзюбжа в скором времени будет реализован проект по строительству перерабатывающего предприятия. На стадии уже начала работ находится один из проектов, на который я, как министр сельского хозяйства, возлагаю большие надежды. Это в районе будет Дзюбжа, один из тех, кто это граждане Абхазии, один из тех, кто там, это не секрет, участник общественной палаты, Низам Хапат, вот их всего, они как раз сейчас вот находятся на выезде с решением проблемы кредитования. То есть этот проект, если он будет в той мере, которую мы предполагаем, а он большие инстанции уже прошел, поддержка государства уже и в юридическом, и в словесном уже есть, одобрение Росэкспорт-центра, который этим занимается, и выделение средств некоторыми банками уже на стадии обсуждения получили добро. Просто некоторые вопросы решаются сбором документов. Это то, что может снять вопрос переработки. Он до 20-25 тысяч тонн может переработать не только мандарины, а все, что произрастает в Абхазии. Председатель Государственного таможенного комитета Утар Хеца рассказал, что на совещании с российскими коллегами было принято решение при необходимости открыть дополнительные полосы на абхазо-российской границе для грузовиков, перевозящих цитрусовые. И, по нашей рекомендации практически дополнительно до 30 должностных лиц инспекторского состава были прикомандированы на МАП «Адлер». Плюс открыты были дополнительные окна. Объем сегодня перемещенной продукции составляет 4671 тонн. Что касается ценового индикатора, да, как он формируется. Значит, это в соответствии с постановлением Кабинета министров цена учитывается, значит, затраты самого, значит, производителя. Это постановление Кабмина 24 рубля. Плюс, значит, сюда добавляются при вывозе мандаринов необходимые, значит, справки от государственных структур. И плюс еще, значит, уже идет там где-то 9-10 рублей. Это, значит, транспортные расходы, ГСМ, брокерские услуги и прочее. То есть вот и в итоге сформировалась сумма 38 рублей. На абхазской границе при вывозе сельхозпродукции необходимо иметь сертификат соответствия и заплатить таможенный сбор, который составляет 0,1% от стоимости 1 килограмма товара. На российской же стороне предпринимателю придется заплатить ввозной НДС в размере 20%. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Администрация города Сухум и медиахолдинг Max Media Group заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной поддержки, развития туристической индустрии и товаропроизводителей Абхазии, сообщает сайт администрации столицы. Стороны договорились осуществлять обмен информацией, взаимодействовать, сотрудничать и оказывать друг другу содействие в области туризма и экологического просвещения и соответствующего освещения в СМИ, а также участвовать в совместных мероприятиях в целях популяризации отдыха российских туристов в нашей стране. В республике продолжается процесс внедрения автоматизированной системы управления бюджетным процессом. Обновленная программа сократит объем трудоемких операций и минимизирует количество ошибок, допускаемых при ручной обработке информации. Гугу Цавардани разбиралась в теме. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом проходит в республике в 3 этапа. Первый шаг – составление и введение кассового плана исполнения республиканского бюджета. Затем сбора отчетности. Следующее – обучение специалистов государственных учреждений работе в новой программе. Сейчас проводятся семинары для бухгалтеров из 15 министерств и ведомств республики. Как известно, сейчас все бухгалтера
весь свой учет, всю отчетность оформляют в ручном режиме, что неизбежно приводит к многочисленным ошибкам, задержкам во времени и так далее. Программный продукт позволит автоматизировать все эти процессы. Более того, этот программный продукт развивается в рамках уже имеющегося у нас комплекса по автоматизации бюджетного процесса. То есть по итогу мы получим такой достаточно большой информационный ресурс, информационную систему, в рамках которого у нас будет абсолютно полная информация обо всех операциях с денежными средствами, ну и обо всех активах. Система предназначена для автоматизированного сбора, учета, обработки и анализа финансовой информации, а также для взаимодействия с государственными органами и другими внешними организациями. Новая программа облегчит работу специалистов, сэкономит время и внесет прозрачность и точность в процесс. На рабочем месте у всех учреждений, всех детских садов, всех поликлиник, начиная от Гагаря, заканчивая Кварчала-Галом, уже появилась система бухучета, то есть учреждение может заводить все бухгалтерские проводки. Это позволит минимизировать то большое количество ошибок, которое сейчас возникает, связанных с тем, что сотрудники вынуждены все бухпроводки ввести вручную в электронных таблицах. Эта минимизация ошибок, в свою очередь, приведет к существенному сокращению расходов бюджета. На 2024-2025 год запланирован внедрение кадрового учета и учета заработной платы. То есть все документы по начислению премий, авансов, зарплат, отпускных будут, и вся подготовка всех документов будет автоматизирована. Проект осуществляется Министерством финансов республики. Совместно с абхазскими специалистами над ним работают компании Fincom и K-Systems, которые имеют большой опыт в разработке автоматизированных информационных систем для финансовых органов, государственных и муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. То есть Министерство финансов провело конкурс, выиграла компания Fincom, и мы вместе с ней, компания K-Systems, помогаем республике устанавливать и обучать сотрудников. На самом деле в республике у вас очень уникальный проект, такого нет в Российской Федерации, и финансовая система республики сделала серьезный шаг вперед. То, что пытается автоматизировать, то, что достаточно сложно автоматизировать. То есть учреждению не надо устанавливать дополнительную программу, какую-то там 1С парус. Уже внутри существующей системы, где они зарплаты вводят, появилась подсистема работы с бухгалтерскими операциями. Поэтому намного проще происходит внедрение, не надо объезжать все учреждения. Над внедрением программы специалисты Минфина работают комплексно. Это и усовершенствование нормативно-методологической базы, и оснащение новой техникой, и обучение специалистов. Ну, естественно, неотъемлемый процесс – это обучение. Обучение не только действующих сотрудников. Мы планируем предложить в том числе и в Абхазский государственный университет учебные планы, которые будут посвящены обучению, работе в программном продукте, бюджетному учету и так далее. Внедрение автоматизированной системы обходится государству в 140 миллионов рублей. Сумма разбита на 3 года. Проект реализуется с 2022-го. Полностью весь процесс планируют завершить в следующем году. Гугу Цавардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Российские соотечественники из Абхазии принимают участие в 5-м международном патриотическом форуме миротворчества «Поколение в исторической памяти российского государства», который стартовал 22 ноября в городе Ростове-на-Дону. Российских соотечественников на форуме представляет руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская, руководитель общественной организации «Гулрыбш Россотрудничества», Россодружества Валентина Пицевич, исполнительный директор культурного фонда «Платформа» журналист Дмитрий Статейнов и руководитель организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхаз-Поиск» сотрудник Абиги Николай Медвенский. Они выступят с докладами и презентациями по разным направлениям. Форум продлится до 25 ноября. 30 ноября в Абхазской государственной филармонии состоится гала-концерт «Созвездие талантов» с участием лауреатов мероприятий, проведенных Республиканским центром народного творчества в этом году. Начало концерта в 18 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 23 ноября, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. В горах снег. Температура воздуха ночи плюс 2,7, днем плюс 6,11. Температура морской воды плюс 17.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.